Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Спиридон Василий Иннокентьевич. Я ученик 6 класса Анабарского улуса Геннадий. Село Скалах, Анабарский улус. Тема моего проекта – анализ климатических данных метеостанции Скалах Анабарского улуса. Руководитель – Шестернина Оксана Владимировна, учитель географии, научно-консультант Волосенко Мария Ионовна, доцент эколого-географического отделения СФУ. Я поставил себе такую цель – провести анализ климатических данных метеостанции Скалах Анабарского улуса. У меня 4 задачи. Первая – создать физико-географическую характеристику изучаемого района. Второе – создать дневник наблюдения за погодой в период работы. Третье – ставить расчеты графические работы, таблицы с метеорологическими данными. Четвертое – ставить отчет по проведенной работе. Объект работы – климат. Предмет – температурная ситуация на территории села Скалах. Методы исследований, практические наблюдения и работы, анализ статистических данных местной метеостанции и интернет-ресурсов. Это спутниковые фотографии села Скалах и муниципального района. Он был основан 10 декабря 1930 года, и метеорологические наблюдения начались с 1936 года, что существенно рано для арктического улуса. Рельеф преимущественно равнинный. Основная часть улуса расположена на восточной окраине северо-сибирской низменности, на северо-востоке кряж Праншишева. Максимальная отметка достигает всего 315 метров в пределах кряжа Праншишева. Низкие и плоские равнины со средним высотами 60-80 метров над уровнем моря. На территории села Скалах протекает река Анабар. Исток расположен на южной части Анабарского плато, впадает в море Лактеву, относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Длина ее составляет 939 километров. Питание в основном снеговое и дождевое. Используется как транспортный путь и водоснабжение населения. Это спутниковая фотография реки Анабар. На территории Анабарского улуса господствуют почвы мерзлото-тундрово-глеевые и мерзлото-болотные. В них содержится мало гумуса, они маломощные, глеевой слой, вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение и недостаток кислорода. Горизонт накопления крайне мал. Я сделал углубление, чтобы узнать, на какой глубине мерзлота. Мерзлота оказалась на глубине 37 см. Растительный покров чаще образован из разных жизненных форм растений. Это деревья, кустарники, кустарнички, травы, лишайники и мхи. Так как эти жизненные формы растений имеют разную высоту, то они образуют так называемые яруса. Например, в условиях Анабарского улуса самыми высокими жизненными формами растений это деревья. Затем идут яры кустарников, кустарничков и так далее. Это мох, кукушки, льон, бытник эдера, мох сфагнум. Вся территория Анабарского улуса лежит за полярным кругом. Климат улуса характеризуется резко выраженной континентальностью и суровостью. Континентальность климата проявляется в сильных колебаниях радиационного и метеорологического режимов. Продолжительность солнечного сияния летом 1500-1600 часов. Территория улуса в течение 8 месяцев, 256 дней, находится под снежным покровом. Самый ранний снегопад отмечается 20 августа, поздний 10 октября, а средний срок 19 сентября. Снежный покров устанавливается самый ранний 8 сентября, поздний 7 октября, средний 27 сентября. Снег сходит самое раннее 21 мая, поздний 29 июня, средним 7 июня. Это расположение метеорологической станции. Она была основана в 1935 году и перенесена на 5 километров в сторону юга в 1964 году. Это Скалахская метеостанция. Это рабочий угол синоптика. Мы проанализировали данные температуры и сумму осадков на территории села Скалах за 2 периода, каждый который составляет 29 лет. Выявили в период 1961 году по 1990 годах. Средняя температура стала минус 9,97, а сумма осадка 221 мм. В период с 1981 год по 2010 года средняя температура стала минус 3,1, а сумма осадка 185 мм. Мы видим, что во втором периоде средняя температура повысилась на 6,96, а сумма осадка уменьшилась на 36 мм. Таким образом, территория села Скалах находится в периоде потепления. Мы проанализировали многолетние данные осадков метеостанции Скалах в период с 1966 года до 2016 года. Ставили диаграмму. Из диаграммы видно, что больше всего осадков выпадало в августе месяце – 300 мм.
Мы здесь выявляем среднесуточную температуру воздуха метеостанции со скалах. Проанализировали среднесуточную температуру воздуха метеостанции скалах в период с 1936 года до 2019 года. Выявили среднюю температуру за данный период. Она составляет минус 14,2. Определили самый теплый день данного периода. Это 2 июля 1979 года, температура которого составила 29,1. Определили самый холодный день данного периода. Это 16 декабря 1993 года, температура которого составила минус 59,1. Составили дневник наблюдений за погодой в период работ. Сделали анализ. Среднее значение температуры – это 23,8. Давление 755 мм ртутного столба. Влажность 51%. Скорость ветра 2,8 метра в секунду. Осадки 0,3 мм. В сумме будет 4,2 мм. Заключение. Первое. Изучили различные источники информации. Второе. Провели расчетно-географические работы, таблицы с метеорологическими данными. Полученные результаты показывают, что изменения климата на метеостанции скалах идут равномерно, резких скачков не наблюдается. Третье. Создали дневник наблюдений за погодой в период работы. Четвертое. Составили отчет по проведенной работе. Данный материал опубликовали на международном научном журнале «Юный ученый», номер 8, 2020 год. Фотографии, использованные на работе, сделаны лично. Это источники информации, которыми мы пользовались. Спасибо за внимание.